Далее, что будем делать? Значит, далее мы будем готовить наш видеорегистратор к монтажу. Поставим на жесткий диск. Такой вот видеорегистратор, красивенький, стойка пишется. Как мы его еще сделаем, чтобы он стойкий стоял у нас красиво. Стойку вообще не рассчитан. Сейчас что-нибудь из этого позже. Почему я решил монтировать шкаф? В дальнейшем может быть и охлаждение здесь, как бы придумать. Свой микроклимат будет. Вообще удобно. Он все монтировал, нигде ничего не висит, провода. Все там внутри. Весь пар. Вот такой вот видеорегистратор у нас внутри. Естественно, идет у нас разъемы питания вот такие и шлейф. Шлейф, конечно, хреновенький, но думаю, будет работать. Можно компьютерный поставить, помощнее, получше будет. Так, вот видеорегистратор у нас не под 19 стойку, поэтому, в общем, вот эту, наверное, я разожму, болты ослаблю, она как полкой будет являться. Мне здесь зачем они нужны, в принципе, эти органайзеры. Мы его как полочку сделаем, и все, и зажмется у нас видеорегистратор. Сейчас посмотрим, что получится. Все. Ослабил я эту рейку. Поставил рейки, вот он. Вот так вот лег у меня. Болтами зафиксировал. И как будто он тут и стоял. Все четко. Красиво все получается. Ну, что значит 19 стойка, 19 шкафчик. Все можно в него впрятать, как хочешь. Так, все, подключил я питание. Пусть батарейки сейчас заряжаются пока что.
монитор подключил. Все, он регистратор поставил. Регистратор подключил к коммутатору. Осталось только сюда интернет подать на коммутатор. И все. Система пойдет в онлайн. В общем, чтобы запитать наш Naviqam T-Vepro, вот у него есть такой переходник в комплекте идет. То есть это получается, вот это вот идет конец в регистратор, а это у нас обычная фишка. Так. В общем, вот такая вот фишка есть. Продается в любом магазине видеонаблюдения. Ну вот, получается, вот сюда вот раз вот и вставляешь. Чтобы нам T-Vepro подключить, нам надо будет опять же два провода. Вот, опять из кабеля выдергиваю его, провода питания. Можно обычный ШЛВП, кто как хочет. Я вот предпочитаю все по цветам делать. Либо цветной кабель, вот, красный, черный где-то достать можно. Вот, так вот, что делаем? Также зачищаем. Вот к этому концевику, красный к плюсу. Меньше надо. Крестовая здесь. Все, вот так вот раз его. Зажимаем. Хорошо затягиваем. Также минус. Вот эти вот коннекторы есть с зажимом очень удобные. У меня с зажимом кончились. Поэтому использую такие. Может не кончились, надо посмотреть, может и есть. Мне кажется, кончились. Все, вот у нас плюс-минус. С этой стороны тоже. Раз. Раз. Зачистили. Ну вот теперь смотрите, для чего нужна была вот эти ваговские клеммики. Вот у меня есть регистратор, ой, T-Vepro верхний. Я его буду использовать чисто для видеорегистратора. Вот берем его фишки. И подключаем сюда регистратор. Вот минус к минусу. Вот, свободно берем сюда. Отодвигаем. Сюда его заводим. Вот. Защелкиваем. Все. Вот это у нас минус на регистратор идет. Берем второй ваговский. От этого же T-Vepro. Сюда плюс. Подключаем. Вот. Раз. Все. Все, у нас отличное соединение. Вот этот коннектор пойдет у нас. Подключаем к нему переходник и подключаем к регистратору напрямую туда. Все. Регистратор у нас по факту уже будет от вот этого T-Vepro подключен 12 вольт. Регистратор у нас запустился. Он уже, картинка на мониторе светится. Запустился помощник, активация. Сейчас тут осталось пароль придумать и все. Регистратор у нас активируется. И вот у нас фишки остались от второго T-Vepro. Сюда конкретно буду подключать камеры. Вот как раз у меня 4 входа,
4 камеры пока что. Потом можно в эти же отверстия как бы вставлять еще 4 камеры. Можно по 2 подключить. Ничего страшного в этом нет. Есть такие же ваговские, по-моему, 8-клемневые. Еще удобнее. Можно вообще камеру по одной выключать, включать, как хочешь. Вот. Такая у меня вот видеосистемка строится, удобная. Потом все это будет под ключ закрываться. Как бы так. Вот кто экономит на видеосистемах, там уже и соединения некоторые не покупают, даже клемники, делают на скрутку все. Но это как бы неправильно. Сколько видео приезжал таких видеосистем, на скрутке ничего хорошего не сделаешь. То есть скрутка есть скрутка. Контакты окисляются, вот такие коробки не ставят. Некоторые просто, бывает, камеру повешал, контакты даже вообще никак. Изолентой чисто ее берут, сматывают, как бы, типа и защитил. Но это неправильно тоже. Изолента, конечно, хорошо, но если изолентой сделать, как бы, и вот в эту коробочку спрятать, тогда другое дело. Это еще лучше будет даже. Но я так не делаю, поэтому как бы в коробку спрячешь, и уже как бы вода не попадает, ничего, все нормально. Сколько вот видеосистем собрал, нареканий не было по гарантии. Так что вот так вот. Гарантию я год даю на установку, на монтаж. Поэтому делаю все на совесть. И сметы как бы закладываю все самые лучшие материалы. Поэтому, если что, обращайтесь, подключу любую видеосистему, если сами не справитесь по моим видеоурокам. Вот. Монтирую я в городе Якутске. Пробует заводить, поэтому вот здесь вот будем пробуривать дырку. Шкаф у нас такой, здесь есть отверстие технологическое, поэтому вот здесь вот я просверлю дырку в брусе нормального такого диаметра. Есть у меня хорошее сверло вот такое. Вот. По дереву. Им засверлюся. И отверстие выйдет у нас сзади гаража. Вот здесь. Отсюда у нас пойдет вся развязка. Отсюда пойдет у нас кабель на дом, на камеры. То есть там сзади будут стоять на доме камеры. И по гаражу отсюда пойдет у меня туда кабель. Один сюда, один туда, скорее всего. Крепить будем скобами. А здесь у меня как раз он натянутый трос и по тросу. Как бы так будем делать. Сейчас забуримся, повешаем камеры и будем подводить кабеля. И останется нам только сделать обжимку. И все, видеосистема готова. Готовим нашу коробочку. Резинки водонепроницаемые поставим. Вот, поставят резинки. Коробка будет вот так крепиться. И вот эти концевики будут снизу заводиться. Почему снизу? Чтобы вода, когда стекает от дождя, по проводу может пройти. А так она, получается, снизу уже не затекет никак. Поэтому такой вот нюанс, но очень важный. Вот эта кнопочка переключает режимы.
камера может работать в CVBS режиме, TVI, AHD, CVI. В разных режимах. По 5 секунд кнопку держишь, и он переключается на разные режимы. Также в регистраторе такая же функция есть. Можно переключать AHD, CVI, IP. Можно в разных режимах его настроить. Поэтому эта система полностью гибридная. То есть и камеры можно подключить к любому регистратору, и к TVI, и к HD-шному. И сам регистратор тоже можно к любой камере подключить. В общем, поставил тут одну камеру. Будет периметр смотреть, кто подходит. И одну там он камеру. Там на стоянку больше. Машину будет просматривать. Ну и подходы тоже. В планах еще потом вон там поставить камеру. Вот эту вот зону. Но это уже надо будет ее с территории ставить. Ну вот один конец кабеля я уже завел. Первая камера у меня получается. Вот она пошла. Все аккуратненько. Все, осталось ее обжать. И все. Можно подключать. Ну вот, в общем, подключил я одну камеру. Это у меня двор смотрит. Вот качество картинки такое. В принципе, все нормально. Только можно ее от гаража немножко развернуть. Стенку эту убрать. И все. И будет нормально. Сейчас подстроил я ее. Четко она у меня сейчас смотрит соседскую территорию полностью и мою территорию тоже всю просмотрит, всю сторону, считай. Все. Так, вот что получилось у меня по факту, по итогу. Вот такой вот шкафчик коммутационный. Монитор снизу стоит. Вон регистратор, БПшники, все здесь. Коммутатор, все работает. Развязка. В каждой комнате в доме розеточка сетевая стоит. Вот получается от этого коммутатора все работает. Все сюда приходит, все кабеля приходят сюда. Ну как-то так. Сейчас покажу качество картинки видеокамер. Так. Вот это у меня на гараже стоит, как раз подъезд смотрит и подход. Кто подходит сюда. В общем, какие функции есть у этого регистратора. Вот можно цифровое приближение делать. Можно сделать вот так вот. Берем сюда, вот это нажимаем. И вот квадратиком можно наводить, то есть область выделять машину, допустим, вот чисто. Ну, номер читабельный, в принципе. Сейчас вечер, как раз уже темно. ИК подсветка работает. X887 КМ 14. Все читается. Это у меня другую сторону улицы просматривает. Тоже так же можно сделать. Раз.
Машину выделили. Ну, что-то там уже далековато, уже плохо видно. X4 9.3 что ли. Это у меня территория. Гараж. Вот у меня видеокамера в котельной, которая куполка здесь стоит, самсунговская. Так, что я вам сделал. В принципе, коробочку распаечную поставил, пробурил дырку и поставил видеокамеру. Вот сюда на котел смотрит. Здесь вот в одной комнате получается компьютер стоит. Вот тоже можно за всем как бы наблюдать. Стоит приложение Navicam Pro AVMS 4.1. Вот ставится, оно идет на диске вместе с этим, с регистратором. Устанавливаешь его, настраиваешь регистратор, и по локальной сети он как бы обращается в регистратор, который находится в гараже. Вот это в одной комнате у меня постоянный просмотр видеокамер идет. И в другой комнате сейчас покажу. Это уже у меня дом, как бы в комнате, в моей комнате смотрю тоже, что там творится у меня во дворе, везде. Вот запускаю приложение AVMS. Этот компьютер у меня вот как раз подключен к тому коммутатору в гараже, получается. В общем, вся развязка у меня там. Ну вот. Все, открываются окна. Можно смотреть. Программа такая, ну как бы удобная. Можно здесь окна регулировать сколько хочешь. Вот идут окна. Можно 36, 48 выбрать. Смотря какой у кого регистратор, короче. Сюда же можно подключить 2 регистратора, 3. Это у кого как бы. Какое желание есть. Можно 3 Navicam подключить. Как те регистраторы, которые находятся где-нибудь удаленно вообще. Через облако подключенные. Тоже если Navicam есть, допустим, магазин какой-нибудь у вас, если есть. Или точка какая-нибудь дальняя. Где-нибудь. Вы можете запросто вывести тот регистратор в интернет. И вот здесь вот есть такое. Так, сейчас покажу. Вот. Заходим в инструменты, управление устройством можно зайти. Здесь вот ресурсы, группа регистраторов, сервер. Вот. Здесь есть P2P Cloud Servers. Вот. Можно, если у вас есть учетка своя на Navicam, ну то есть облако, вбиваешь сюда свои данные, либо регистрируешь эту учетную запись, и все как бы. Можно с помощью P2P через интернет найти устройство через серийный номер и подключить его сюда. И тогда можно будет просматривать удаленные устройства. Хоть там где, хоть в Америке находится этот регистратор, можно смотреть его дома у себя. Так что как бы такие дела. Очень удобная программа. Вообще как бы Navicam системка удобная. Вот также здесь можно просматривать, полноэкранную делать правой кнопкой. Здесь можно вообще как бы область выбирать. Открыть цифровой зум. И вот я его мышкой навожу. Допустим, машину раз. Он ее прибавил. Все можно смотреть. Это сейчас вот камеры как бы в полной темноте работают. Качество картинки нормальное. Ну, может как-нибудь покажу, что будет день. Покажу, какая картинка. В цветном они вообще классно показывают.
Так вот такие дела. В общем, такая вот у меня получилась видеосистемка на NaviCam. Кто хочет себе такую поставить, пожалуйста. То есть, в общем, могу пожелать только удачи.